Привет, друзья! Сегодня пятница, 26 ноября. С вами я, Михаил Циркелей, и новый выпуск Nocta Life. Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события. Сегодня в выпуске. Ультиматум «Газпрома» и решение правительства погасить историческую задолженность, которую обещали не гасить без предварительного аудита, мистическая информационная нота СИБа и продвижение по карьерной лестнице судей из старой захваченной системы новой властью, Марина Таубер, фигурантка отчета Кролл о краже миллиарда, лидирует в первом туре примарских выборах в Бельцах. Гагаузские депутаты в 4-й раз не смогли избрать спикера, но хотят поехать в Кишинев на встречу с властями. Друзья, не забываем подписываться, комментировать и ставить лайки. Так Facebook и YouTube будут лучше продвигать это видео, и его смогут увидеть больше людей. Не успели мы отойти от газового кризиса, который страна пережила в октябре, как замелькала угроза нового. В понедельник, 22 ноября, «Газпром» уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа в течение 48 часов из-за отсутствия оплаты за газ. «Молдовагаз» должен платить за газ, потребленный в прошлом месяце, до 20 числа текущего месяца. Если этого не происходит, «Газпром» может прекратить поставки газа, о чем уведомляет «Молдовагаз» за 48 часов. Этот пункт в контракте не новый, он был и раньше. Однако раньше не применялся, несмотря на то, что задержки с оплатой со стороны «Молдовагаз» были и раньше. Помимо прекращения поставок есть и другая санкция за несвоевременную оплату, финансовая, такая как пеня за каждый день просрочки платежа. Однако «Газпром» решил сразу уведомить о прекращении поставок. В данном случае речь идет о текущей задолженности в размере 74 миллионов долларов за октябрь и часть ноября 2021 года. После уведомления «Газпрома» зашевелилось правительство. С одной стороны, логично, страна рискует остаться без газа, что может спровоцировать очередной газовый кризис. А это может создать политическую напряженность в стране и подорвать устойчивость власти. Но на самом деле речь идет о взаимоотношениях двух экономических агентов – «Газпрома» и «Молдовагаз». Один экономический агент должен другому. В данном случае «Молдовагаз» должна «Газпрому», и по логике вещей должен суетиться «Молдовагаз». Но денег у «Молдовагаз» нет. Оплату за газ, потребленный в октябре, с конечных потребителей собрать не успели, не говоря о счетах за ноябрь. Финансовых резервов у «Молдовагаз», судя по всему, нет, раз «Молдовагаз» не торопится закрывать текущий долг перед «Газпромом». Есть вариант взять кредит. А кто же даст кредит компании, чья задолженность в десятки, если не сотни раз, превышает ее активы? По мнению Вячеслава Яницы, был и другой вариант – предоставить «Молдовагаз» тарифную гарантию о том, что тариф будет скорректирован в будущем. С этой гарантией, уверяет Вячеслав Яница, «Молдовагаз» смогут получить кредиты на финансовых рынках для выплаты долга. В таком случае все выглядело бы логично. Экономический агент искал бы возможности закрыть долг перед своим поставщиком. Но в этом случае вопросы задолженности почему-то взялось решать правительство, привлекая для этого средства из бюджета страны. И тут возник вопрос, насколько это справедливо. У многих возник еще один вопрос. Почему и правительство Молдовы, и «Молдовагаз» ждали до последнего момента и довели ситуацию до этого уведомления со стороны «Газпрома»? Зная о наличии такого пункта в контракте, можно было предположить, что он может быть применен. Надеяться на то, что его не применят, несколько глупо, не так ли? Можно, конечно, обвинять «Газпром» в нечестности и несправедливости. Почему раньше в подобных ситуациях не применяли этот пункт, а теперь решили применить? Но, как говорится у Чехова, если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. К этому надо быть готовым, и не надо давать повода «Газпрому» использовать это ружье против нас. С момента возвращения Андрея Спыну с переговоров по газу из Санкт-Петербурга можно было найти более эффективное и изящное решение этой проблемы, не ущемляющее национальных интересов страны. Иными словами, решение, при котором суетилось бы руководство «Молдовагаз», а не правительство, как это и должно быть, раз уж речь идет о задолженности одного экономического агента перед другим. Не думаю, что правительство ищет возможности погасить задолженности других экономических агентов, как оно делает в этой ситуации с задолженностью «Молдовагаз». С этой точки зрения создается нездоровая конкурентная среда. Теперь, что касается решения, найденного правительством для устранения текущей задолженности «Молдовагаз». Давайте послушаем вице-премьера Андрея Спыну.
Решение, предложенное правительством, заключить контракт о назначении части задолженности термоэлектрики Молдовагазу, назначение этой части задолженности Энергокому. Говорим о сумме примерно 1 миллиард и 400 миллионов. Это сумма, необходимая для текущих оплат Газпрому. Энергоком заплатит часть этой задолженности Молдовагаз, а Молдовагаз оплатит натуральный газ. И тут следует остановиться и сказать «стоп». Что значит погашение исторической задолженности термоэлектрика? Ведь речь идет о текущей задолженности за октябрь и часть ноября текущего года. Разве 1 ноября господин Спыну не говорил, что историческая задолженность перед «Газпромом» будет погашена только после независимого аудита? Давайте освежим память вместе. Говоря только о правой части Днестра, в этой части мы рассмотрели и пришли к взаимопониманию с «Газпромом», что до момента, пока не будет проведен независимый аудит, подтверждающий, какова все же задолженность, как она была сформирована и из каких источников, мы не можем говорить о регулировании этой задолженности или каждый раз это будет пинг-понг. Мы скажем 400, они скажут 800. Так мы ни к чему не придем. В протоколе, который мы подписали, отмечено и четко написано: Республика Молдова инициирует независимый аудит, и после проведения этого аудита мы переходим ко второй части, а именно регулирование этой задолженности. Может, я чего-то упустил, но, насколько я понимаю, аудит задолженности Молдовагаз перед «Газпромом» пока не проводили. Не создаем ли мы опасный прецедент, погашая историческую задолженность перед «Газпромом» таким образом? Тут, конечно, все двусмысленно. Мы погашаем текущую задолженность, погашая в то же время историческую. Эдакий финт ушами. Но как бы этот финт ушами не обошелся нам дорого. «Газпром» может найти другой повод применить положение контракта о прекращении поставок и сказать: ребят, придумайте еще один финт ушами, чтобы погасить остаток исторической задолженности. У вас это хорошо получается. А если это не историческая задолженность, а текущая, то надо снизить тариф на газ для конечных потребителей за октябрь и часть ноября текущего года, потому что, погашая текущую задолженность Молдовагаз из наших с вами налогов, правительство оплачивает часть тарифа, которую формирует закупочная цена на природный газ. И если правительство ее уже покрыло из наших с вами налогов, зачем нам еще раз платить за нее, оплачивая счета за газ? А если правительство погашает историческую задолженность, тогда оно нарушает обещание не погашать эту задолженность до проведения аудита. Историческая задолженность Молдовагаз перед «Газпромом» за газ, потребленный на правом берегу, это тайная, покрытая мраком. Даже если эксперты говорят о том, что задолженность термоэлектрика – это самая прозрачная часть задолженности правого берега, не надо спешить ее погашать. Молдову ущемили при создании Молдовагаз, не оценили важные и дорогостоящие активы страны, передав их Молдовагаз. Если по-честному все оценить, то может получиться, что должны не мы, а должны нам. И другой вопрос. А насколько законно использовать деньги Энергокома для погашения исторической задолженности термоэлектрика перед Молдовагаз? Энергокому деньги выделялись для обеспечения энергетической безопасности страны. В решении комиссии по чрезвычайным ситуациям от 22 октября 2021 года говорится, что 1,7 миллиардов леев выделяются Энергокому для закупки газа в условиях чрезвычайной ситуации в газовой сфере. В этом же распоряжении говорится, что Энергоком должен закупить газ у компаний, имеющих лицензию, как минимум в одной из стран Европейского Союза. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выделяла эти 1,7 миллиардов лей для закупки газа у компаний из Европейского Союза, потому что «Газпром» угрожал прекратить поставки. Иными словами, деньги должны пойти на снижение нашей зависимости от «Газпрома». А тут получается, что мы отдаем эти деньги «Газпрому», из-за которого вводилась чрезвычайная ситуация месяц назад. Разве таким образом мы не делаем себя еще более зависимыми от «Газпрома», отдаляя страну от желанной энергобезопасности? Само решение о выделении этих 1,4 миллиарда лей для погашения то ли исторической, то ли текущей задолженности перед «Газпромом» принималось в очень спешном режиме. Некоторым оно напомнило решение о спасении 3 банков в 2014 году, когда правительство выделило 14 миллиардов лей из резервов Нацбанка. Вся эта история, как мы помним, закончилась кражей миллиарда. Такую параллель привел Вячеслав Яницын.
Сейчас у нас впечатление, что хотят сделать это. Мне это напоминает, когда хотели обокрасть Банк Экономии, и пришел умный человек с идеей и сказал: господин Ионице, не нужно продавать Банк Экономии, нужно выставить 5% акций на биржу и посмотреть, как их оценят. Человек говорил с экономической точки зрения, а те, которые своровали, у них не было цели принести деньги правительству, у них была цель вывести деньги. На это Андрей Спину решил напомнить Вячеславу Ионице, где и с кем тот был в 2014 году. Тогда, как мы помним, Иониță был председателем парламентской комиссии по финансам. Am o singură întrebare. Întrebați-l pe domnul Ioniță ce У меня единственный вопрос. Спросите у господина Ионицы, какую должность он занимал в 2014 году. Если не ошибаюсь, он был главой парламентской комиссии по бюджету и финансам. Он делает сравнение с 2014 годом, и если делать это сравнение, то нужно спросить, что он делал, чтобы не допустить кражи миллиарда. Решение этого правительства только по причине того, что мы хотим пройти через парламент, будет первое чтение, второе чтение. Все очень прозрачно, чтобы не появилось ни одного подозрения в том, как тратятся деньги. Все проходит через парламент. Эта процедура намного дольше, но с нашей точки зрения это лучшая процедура, более прозрачная, более правильная, с большей ясностью, чтобы не было подозрений, как тратятся деньги, выделенные Энергокому. care au fost alocați către Energocom. По словам Спину, эта ситуация кардинально отличается от ситуации 2014 года, поскольку сейчас, заявляет Спину, это решение о выделении денег Энергокому принимается прозрачно с соблюдением сроков, предписанных Конституционным судом. Тут, конечно, можно похвалить правительство за прозрачность, но прозрачность не всегда означает честность и ясность того, что происходит. Если остаются вопросы, может, не все так прозрачно, как должно быть? Владельцы 7 квартир, 2 домов нежилой недвижимости в Кишиневе и 17 земельных участков. Речь идет не об олигархах и бизнесменах, а о семье молдавского судьи Дарила Мустяцы. Во вторник вице-председатель партии «Платформа Да» Александр Слусарь опубликовал информационную ноту, направленную Службой информации и безопасности генеральному прокурору в январе 2020 года. Генеральным прокурором тогда, как вы помните, был Александр Стенову. В своей ноте СИП обращает внимание генерального прокурора на то, что члены семьи Дарила Мустяцы и Нина Чернат приобрели в собственность движимое и недвижимое имущество, стоимость которой во много раз превышает их доходы. Жена, свекровь и дочь Мустяцы оказались крупными латифундистами. Эта записка поднимает много вопросов относительно действий руководства страны в сфере правосудия. 4 ноября 52 голосами депутатов ПАС парламент утвердил Дарила Мустяцы на должность судьи Высшей судебной палаты. Решение о назначении Мустяцы раскритиковали эксперты и оппозиция. У парламентской оппозиции возникли вопросы относительно роли Дарила Мустяцы в открытии уголовного дела против Стояногла. Юристов возмутило то, что член Высшего совета магистратуры занял должность, на которую по закону не мог претендовать. На момент назначения в Высшую судебную палату Мустяцы был исполняющим обязанности председателя Высшего совета магистратуры. Следует отметить, что юридическая комиссия парламента рассматривала 3 кандидатуры на должность судьи Высшей судебной палаты, но голосовала только за кандидатуру Мустяцы. По 2 другим кандидатам комиссия не смогла высказаться. 7 из 11 ее членов воздержались от голосования. После публикации информационной записки СИБа возникло несколько резонных вопросов. Знали ли члены юридической комиссии парламента о том, что имущество семьи Мустяцы необоснованно превышает их доходы? Если СИБ не проинформировал депутатов о доходах Мустяцы, то почему? И кто понесет за это ответственность? Будет ли отозван Мустяцы с должности судьи Высшей судебной палаты? На следующий день после публикации информационной ноты Александром Слусарем СИБ признал подлинность документа. После этого последовала реакция со стороны главы юридической комиссии парламента Олеси Стамати. Она направила в СИБ депутатский запрос за разъяснениями, почему информация о Дариле Мустяцы, изложенная в январе 2020 года и направленная прокурору, отличается от информации, которая содержится в ноте, направленной юридической комиссией 26 октября 2021 года. В ноте СИБа от 2020 года сообщается, что в 2017 году один из траншей за квартиру Дарила Мустяцы в сумме 13,5 тысяч евро был оплачен неизвестным лицом, предположительно Фином Плохотнюка Дарином Дамиром.
СИП также сообщает, что в 2014 году семья судьи Мустяцы оплатила несколько траншей за квартиру и приобрела машину, превышающую их доход в 3 раза. В ответ на запрос Олеси Стамати СИП заявил, что первичная информация 2020 года, представленная в прокуратуру, не является доказательной. Дополнительная проверка не выявила доказательств незаконного обогащения Дарила Мустяцы, заявил СИП. Мы не знаем, какую информацию СИП предоставил в парламент в октябре 2021 года. Для полной картины нам бы хотелось ознакомиться с ее содержанием. И было бы неплохо, если бы глава юридической комиссии Олеся Стамати опубликовала этот документ. Тогда мы сами смогли бы определить, он соответствует информационной ноте СИБа 2020 года или не соответствует. В четверг антикоррупционная прокуратура сообщила, что расследует факты, указанные в информационной записке СИБа от 2020 года. Судью Дарила Мустяцы проверят на предмет незаконного обогащения. В принципе, и без информационной ноты СИБа в информационном пространстве достаточно информации, вызывающей сомнения относительно правильности назначения Мустяцы судьей в Высшую судебную палату. Давайте послушаем, что о Мустяце говорит его коллега, судья, председатель правления Ассоциации «Голос юстиции» Виктория Сандуца. Haideți să revizuim doar 2 cazuri la care, pe mine mă doare, pentru că eu personal cu el am vorbit la un seminar când ne-am întâlnit. Давайте рассмотрим хотя бы 2 дела, которые меня беспокоят, потому что я лично говорила с ним, когда мы встречались профессионально в 2018 году. И я спросила его о деле Домники Маноли. Я спросила: господин Мустяцы, как вы можете признать, в ее адрес было открыто уголовное дело после того, как она завершила дело о референдуме? Очевидно, что это было дело, которое имеет политические интересы. Дело Домники Маноли – это символ начала захвата судебной системы, через который был послан сигнал: если вы будете делать так, как Домника Маноли, то с вами будет так же. Видели ли мы особое мнение господина Мустяцы или госпожи Чернат, или господина Галбин, Марару, Мику, которые были в Высшем совете магистратуры соответственно? Нет, они все красиво подняли руки, чтобы начать уголовное преследование, чтобы дать сигнал всей системе. Кто голосовал за исключение Домники Маноли из системы? Тот же состав: Мустяцы, Чернат, Виктор Мику и другие. Домника Маноли din sistem. Tot cu CSM un component cu Dorel Musteaț, cu Nina Cernat, cu Виктор Мику, cu tot celălalt. Юристы, например, сомневаются в законности назначения Мустяцы на должность в Высшей судебной палате. Бывший госсекретарь Минюста Николай Ишанов напомнил, что закон о Высшем совете магистратуры не позволяет члену совета участвовать в таких конкурсах. В августе 2020 года нацорган по неподкупности потребовал лишить Мустяцы мандата члена Высшего совета магистратуры из-за конфликта интересов. Мустяцы совмещал должность члена Высшего совета магистратуры и члена Совета Нацинститута юстиции, что не имел права делать. Мустяцы был одним из членов Высшего совета прокуроров, который проголосовал за начало уголовного преследования в отношении генерального прокурора Александра Стоянова. Тот, в свою очередь, попытался заявить отвод Мустяцы. По сообщениям заместителя Стояногла, родной брат Мустяцы проходит по обвинению в деле о краже миллиарда. И тут вопрос уже к Стояноглу. Почему, получив информацию об имуществе судьи Мустяцы, он ничего не предпринял для расследования этой информации? Возможно, потому что судья был лоялен системе Додона и Платона. Более того, в прокуратуре сообщили, что эта информационная записка не была зарегистрирована в ведомстве. И неизвестно, как Стояногла распорядился ею. Партия «Платформа Да» призывает отменить решение парламента о назначении Дарила Мустяцы судьей Высшей судебной палаты. За 30 лет независимости Молдовы попытки реформировать хоть что-то в системе юстиции напоминали перетасовку карт в колоде. Игры продолжались с теми же участниками. И на этот раз правящую партию обвиняют в том, что она использует людей из системы, чтобы очистить эту систему. В ПАС это отрицают. Однако, чем дальше, тем менее убедительно звучат эти отрицания. Вот как комментирует ситуацию с письмом из СИБа министр юстиции Серgiu Литвиненко. Bine, eu
cred că n-ați mai apucat acum să comentez. Я бы не стал комментировать письма СИБа, одно, второе, потому что я не пресс-секретарь службы. Возможно, они должны уточнить позицию, чтобы не существовало интерпретаций такого рода, которые существуют сейчас. С моей точки зрения, как я вижу, реформа начнется с очистки системы, но очистка начнется со внедрения внешней оценки судей и прокуроров. Разработана концепция, она на публичных обсуждениях, следует консультации с Европейской комиссией, Венецианской комиссией. Будучи внедренной, оценка станет тем, что очистит систему от коррумпированных судей и прокуроров. С этим назначением вы согласны? Это решение парламента. Я думаю, когда к вам придут коллеги из парламента, вы зададите им этот вопрос. Când vor veni aici colegii din Parlament, urmează să adresați lor această întrebare. Когда будет внедрена оценка судей, нам неизвестно. Но пока правящая партия, объявившая войну коррупции, принимает неоднозначные решения. Марина Таубер, фигурантка отчета Кролл по краже миллиарда, кандидатка от партии ШОР, лидирует по итогам первого тура примарских выборов в Бельцах. 21 ноября в Бельцах прошел первый тур выборов мэра. Таубер набрала почти 48% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. Второй результат, 21%, у Николая Григоришина, исполняющего обязанности примара муниципия, бывшего соратника Рената Усатова. Это выборы, которых по большому счету не должно было быть. Бывший мэр Бельц Ренат Усатый решил подать в отставку после того, как его избирательный блок не прошел в парламент. На досрочных парламентских выборах блок Рената Усатова даже в Бельцах занял третье место, набрав 22,6% голосов. Тогда больше всего голосов бельчане отдали блоку коммунистов и социалистов, чуть более 40%. Обидевшись на жителей Бельц, Ренат Усатый решил уйти с поста градоначальника, чем спровоцировал досрочные выборы примара. За кресло примара Бельц боролись 11 кандидатов. Из них наиболее явными фаворитами были вице-мэр Николай Григоришин и кандидат от блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский. Явными, потому что местные и давно в местной политике. Однако Григоришин баллотировался как независимый кандидат без поддержки нашей партии и Рената Усатова. А блок коммунистов и социалистов, сделав ставку на Александра Нестеровского, обидел другого члена партии социалистов Александра Усатова, который после этого ушел из ПСРМ и увел за собой еще 20 сторонников. На досрочных выборах мэра Бельц от 20 мая 2018 года ПСРМ выдвинул Александра Усатова, который проиграл те выборы Николаю Григоришину, набрав почти 20% голосов. За Григоришина тогда проголосовали более 60% избирателей, пришедших на избирательные участки. Но лидером гонки на этот раз оказалась партия и кандидат, не демонстрировавшие серьезных результатов в Бельцах до этих выборов. Предвыборная кампания не изобиловала скандалами, однако была, как говорят, с огоньком в духе Оруэлла. Давайте послушаем, что об этой кампании говорит издатель портала ЕСП Бельцы Слава Перунов. Понимаете, они развесили в каждом районе по большому LED-экрану. Когда Мариночка устала ходить по встречам, она вещала откуда-то, и в каждом районе с экрана, это, понимаете, это Орвелл 1984, 100%. И вот, я То есть экраны на этих выборах в каждом районе были экраны, ледовские экраны с изображением и да, видео? приходили большие ледовские экраны, сообщали заранее о том, что будет встреча с Таубер. Люди приходили, Таубер нет, но зато видели ее с экрана. Это факт, это у нас есть фотографии, доказательства. Более того, они же здесь, у нас есть расследование, факт-чекинг. Они здесь в пионерском лагере сняли это самое, сняли лагерь, и там разместили около 100 человек, которые каждое утро выходили в город, как один сказал кандидат, переодевались в бельчан. То есть они выдавались всегда за бельчан, и когда не хватало людей на встречах с Таубер, они изображали массу, что они бельчане. Она показала абсолютно незнание города. Она путала улицы, названия, она не знала, что там, что там. То есть, если, допустим, сравнить с другим кандидатом, который знает в городе каждую яму, каждую трубу, то это не знает вообще ничего. По словам журналиста, затраты на предвыборную кампанию Марины Таубер составили около 1 миллиона евро. На примарские выборы в Бельцах вышло менее трети избирателей. И из более чем 100 тысяч избирателей на выборах пришли всего 33 тысячи. Эксперты объясняют низкую явку тем, что это не
ординарные выборы, и люди не понимают, зачем голосовать еще раз, если вроде как еще недавно, 2 года назад, выбирали мэра, и в следующем году будут очередные местные выборы. Еще одно объяснение низкой явки – это то, что ни один из кандидатов не завоевал доверие избирателей. Теперь немного о статистике. В первом туре выборов Таубер набрала 16 тысяч голосов. Это чуть больше 15% общего количества избирателей в Бельцах. А кто целевая группа избирателей партии ШОР? Это люди старшего возраста и люди с низкими доходами. Ситуация в Бельцах хорошо отражается в карикатуре Алекса Бурца. Выборы в Бельцах показали и метаморфозы на левом фланге. Бельцы входят в так называемый красный пояс Молдовы, где голосуют за пророссийские партии. Фаворитами в Бельцах на досрочных парламентских выборах в этом году были коммунисты и социалисты. Однако сейчас кандидат от блока коммунистов и социалистов оказался на 3-м месте, набрав, как и кандидат от ПАС Борис Маркач, 14% голосов. Эксперты говорят, что с Александром Усатым социалисты могли продемонстрировать результат получше. Напрашивается вопрос, социалисты на этих выборах подыграли партии ШОР, сделав ставку на слабого кандидата, или социалисты не в состоянии решать электоральные задачи в регионе, где еще летом были очень сильны. Возможно, результат на выборах в Бельцах – это начало заката крупнейшей партии на левом фланге. Не совсем понятно и поведение Рената Усатова. По словам Славы Перунова, на этих выборах Усатый подыграл ШОРу. СМИ Усатова активно вовлекались в освещение избирательной кампании Марины Таубер. Результат партии ПАС на выборах не удивил. Правые партии традиционно демонстрируют скромный результат в районах Красного пояса, особенно в Бельцах. Вице-мэр, бывший соратник Рената Усатова Николай Григоришин, хоть и прошел во второй тур, но, кажется, обескуражен таким результатом. Григоришин практически руководил бельцами в то время, как Усатый находился в России, то есть большую часть примарского срока Усатова. Николай Григоришин и советники от нашей партии в муниципальном совете Бельц в 2018 году провели голодовку против давления на их коллег в муниципальном совете со стороны Демократической партии. Сейчас Григоришин и советники, голодавшие в поддержку Усатова, отказались уйти с Усатым из муниципального совета и руководства города Бельцы, что, по мнению экспертов, и является причиной разлада между Усатым и Григоришиным. Оставшись без поддержки нашей партии и, видимо, без финансовой поддержки, Григоришин не смог убедить большинство проголосовать за него в первом туре. 5 декабря в Бельцах пройдет второй тур примарских выборов. Примаром Бельц может стать Марина Таубер или Николай Григоришин. Если исходить из результатов первого тура, вероятнее всего победу одержит Марина Таубер. Однако в Бельцах может произойти протестное голосование. Лидерство в первом туре такой противоречивой фигуры, как Марина Таубер, может мобилизировать бельчан, проигнорировавших первый тур. Для партии ШОР победа в Бельцах очень много значит. Бельцы – второй по величине город Молдовы и считается северной столицей страны. Победив на этих выборах, партия ШОР может расширить свое влияние на северные районы. Для Молдовы победа Марины Таубер в Бельцах может быть очередным следствием невыученных уроков. Сегодня депутаты Народного собрания в очередной раз не избрали своего спикера и руководящие органы. Это уже 4-я попытка за 2 недели, с 12 ноября. В тот день, 12 ноября, Башкан Ирина Влах созвала учредительное собрание Народного собрания, и с того дня депутаты не могут или не хотят сформировать руководство Народного собрания Грузии и приступить к работе. Сегодня на пост спикера претендовал только один депутат – Дмитрий Константинов. Если в прошлую пятницу, когда его выдвинули на пост спикера, он снял свою кандидатуру из-за отсутствия конкурентов и альтернативы, то сегодня он уже был не против быть единственным кандидатом. Голосованию предшествовали бурные обсуждения. Обыскивать депутатов или нет? Ставить металлоискатели перед входом в зал для голосования или нет? Шпионские страсти не меньше. Также в начале сессии депутаты обсуждали предложение депутата Григория Дюргера собраться и всем вместе поехать в Кишинев для встречи с руководством Молдовы. Вообще предлагаю всем вместе собраться, поехать в Кишинев сегодня же, и в правительство, и к президенту, и к парламенту, чтобы услышали позицию нашей автономии по этим всем вопросам, волнующих наших жителей.
Учитывая, да, может быть, там юристы подскажут, что у нас там нету председателя, я считаю, что это вообще не противоречит закону. Мы сегодня все избраны 35 депутатов, если мы вместе пойдем и озвучим позицию автономии, исполним просьбу наших избирателей, учитывая, что на самом деле тянуть не то, что некуда. Через пару дней придут платежки за газ. По словам Дюльгера, Кишиневу выгодно то, что депутаты НСГ не могут избрать председателя. Что послужило поводом для таких заявлений, неясно. Последние выборы в Народное собрание – это первые выборы, когда правящая партия страны не вмешивается в избирательный процесс и не вмешивается в процесс избрания руководства Народного собрания. Во всяком случае, мы этого не наблюдаем. До этого в процессы формирования большинства и избрания руководства НСГ влияли и коммунисты, и демократы, а потом и социалисты. Сейчас у ПАС нет влияния и интересов в НСГ. По крайней мере, нам неизвестно о переговорах ПАС с депутатом и лоббировании каких-то интересов или кандидатов. Видимо, по привычке депутаты снова ищут присутствие Кишинева и уже готовы сами туда поехать. Мне кажется, депутаты не совсем понимают, для чего их избрали. И не понимают, что позорно ехать и требовать чего-то в Кишиневе, если сами не можете справиться с элементарной задачей у себя дома, в Гагаузии. Вы выберете спикера, руководящие органы, настройте работу, примите бюджет, добейтесь подотчетности исполкома, и тогда можете задуматься о поездке в Кишиневе для встречи с руководством страны. Из 34 депутатов, присутствующих сегодня, в голосовании участвовали всего 14. Все они проголосовали за Дмитрия Константинова. Количество сторонников Константинова, судя по всему, уменьшается. Еще 12 ноября за него проголосовали 17 депутатов. Сегодня отказалось от участия в голосовании 20 присутствующих в зале депутатов. Федор Ньогла еще ни разу не появился на заседании этого созыва. К избирательной урне не подошли депутаты-социалисты, депутаты так называемой группы Башкана и группа Петрова. После голосования депутат Николай Дудогла призвал Константинова больше не выдвигаться на пост спикера. Если Константинов не устраивает большинство депутатов, то кто устраивает? Почему единственная официальная фракция в НСГ, фракция коммунистов и социалистов, не выдвигает своего кандидата? Кроме Константинова, сегодня предложили кандидатуру Лейчу. То ли в шутку, то ли в виде провокации его предложил депутат Григорий Дюльгер. Но Лейчу отказался от участия в так называемой гонке, мотивируя это тем, что большинства в НСГ так и нет. Очевидно, что гагаузские депутаты зашли в тупик. Тайные переговоры привели к явному хаосу и непредсказуемости. Интересы Гагаузии оказались не так важны, как личные интересы лидеров формальных и неформальных групп в Народном собрании. И распуск НСГ в свете происходящих событий не кажется плохой идеей. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, станьте нашими патронами на Patreon. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.